На этом месте в Нижнегорском районе полуострова издавна существовало поселение Бешкуртка, состоявшее из нескольких частей, не имевших закрепленных названий. Поэтому в документах разных лет фигурировали различные деревни с приставкой Бешкуртка. Джага Бешкуртка, Талыкайли Бешкуртка. Название Бешкуртка-Вакуф закрепилось за этим живописным селом в начале 20 века, но после депортации крымских татар его переименовали, дав странное для Крыма название. Свое нынешнее название село получило в 1948 году. Сразу после депортации крымских татар в 1944 году сюда завезли новоселов из Тамбовской области, поэтому впоследствии Бешкуртка стала Тамбовкой. До депортации село почти полностью было заселено крымскими татарами. В 1938 году здесь родился известный крымско-татарский писатель Айдар Осман. В советское время в Бешкуртка работал колхоз. Интересно, что и у этого колхоза было несколько названий. Сначала Инкыляб, потом Тархан, а следом третья пятилетка. Только слава о селе была постоянной, ведь здесь росли знаменитые на всю округу сады. Бек мақтайлар, бұл қойын, бүтін меваларын, бұнда бек çok бақша екен. Сады и огороды и сейчас единственное занятие местных жителей. Благо в Бешкуртка нет проблем с водой. Через село протекает река Биюк-Карасу. Койде эркес теплица, мына бізге ушаған пенсионерлерде огород, стройка, башка іш жоқ. Крымские татары стали возвращаться в село в конце 80-х. Семья Ленеры Куртбединовой поселилась здесь одной из первых. Біз келген жылы бір дане татар бар еді. Ана соң біз келдік, бұл қоңышлар. Ана туған руны топладық яваш-яваш. Дилявер Мемедляев обосновался в Бешкуртка в 1989 году. Ведь в этом селе родилась его мать. Отсюда ее с мужем депортировали из Крыма. Bunda keldim, bunda Kırım mesele çıkanda, anda Özbekistan'da akşam biz Kırım'ı görmedik. Ama kartamız var idi. O kartana bakıp, endi baramız Kırım'a baramız deyip, men Kırım'a kelgende bir yaka barmadım. Doğru Boko'ya geldim. Из благ цивилизации в Бешкуртка фельдшерско-акушерский пункт и несколько магазинов. Школа расположена в соседнем селе в 2 километрах. И дороги вон какие. Слов даже не требуется никаких. Газа нет. 30 лет мы топим углем, дровами. Ничего не меняется. Молодежь уезжает или пропадает. Просто-напросто спивается или еще что-то такое. В общем, перспектив никаких нету. Население Бешкуртка 719 человек. Крымские татары составляют около 20%. Несмотря на отсутствие перспектив, они здесь счастливы, потому что любят землю, на которой живут.